bouncing and hopping, nigga, you can't stop. Bounce. Всем привет! Меня зовут Катя. Сегодня бы я хотела поговорить и рассказать о творческом блокноте Break This Journal, известный как «Уничтожь меня». Это уникальный блокнот для творческих людей, там креативные задания, и их очень интересно выполнять. Также ее написала Кэрри Смит. Этот блокнот, точнее, она не только этот блокнот создала, еще есть блокнот, который она написала, это «Открой мир заново», «Антиежедневник» и «Вроде уничтожь этот календарь». Также существует, есть такая «Уничтожь эту коробку». Вначале я, когда узнала ее, я думала, надо какую-то уничтожить коробку, я подумала, что? Но на самом деле, когда я увидела ее в продаже и в интернет-магазине, и там просто входит в эту коробку 3 блокнота. Первый из них это «Уничтожь меня», второй «Антиежедневник» вроде и «Открой мир заново». И они по цене выходят дешевле, если покупать их прям по отдельности. А теперь я бы хотела поделиться о моих впечатлениях о этом блокноте. Честно скажу, просто одним словом, то что он очень классный, он офигенный. Тут очень классное задание, и хочу сказать то, что существует 3 типа людей, как их заполнять. Первое, это то, что они реально уничтожают в прямом смысле этого слова этот блокнот, то есть они делают все, что там сказано, например, собери здесь мертвых жучков и приклей. То есть, надо приклеить типа сюда. И они реально собирают мертвых жуков и приклеивают, точнее, заносят в этот блокнот. Я бы так не делала, потому что, во-первых, я считаю, что это немного бред. То есть не бред, то есть просто я бы не заносила сюда этих жучков в блокнот, и во-вторых, они будут вонять, и это будет очень нехорошо. И много таких заданий. Самое заключительное задание — отправь этот блокнот себе по почте. Тут написано самой обложке. И интересно, что подумает, если я буду выполнять и отправлять себе по почте, то что подумает почтальон? И она такая подумает: девочка, ты что, тю-тю? А так, этот блокнот очень классный, я прочитаю вам несколько заданий. Зашей эту страничку. Захвати блокнот в душ. Прилепи что-нибудь липкое: мед, жвачку, сироп, клей, леденцы, мармелад. Вырви страницу, скомкай ее. Сделай воронку, выпей из нее, и показана схема. Я думаю, вам все хорошо видно. Итак, очень много всяких таких заданий. Например, мне больше всего нравится задание, это там, где надо эту страничку положить соседу. Точнее, сейчас. Спрячь страницу в саду соседа. Также мне нравится задание «Провези блокнот по этой странице по длинному коридору». И еще там есть задание, конечно, не буду его искать. Надо привязать так тут ниточку и так идти и гулять, как собачку. Я думаю, это забавно, и это будут люди нас смотреть и реально подумают, что человек очень творческий, любит всякое разнообразие. Но некоторые думают, что ты чуть-чуть. Но и к заключительной части, как я узнала об этом Break This Journal, об этом блокноте. Такая предыстория, то что еще в 2015
осенью мне подруга начала рассказывать про какой-то блокнот. Она пыталась сказать Rex the Journal, но она его точно не помнила и как-то его исковеркала. И я вообще не понимала, о чем идет речь. И я как-то не обратила об этом внимания, но потом я наткнулась на видео в Ютубе, как одна видеоблогерша заполняла этот блокнот, и мне он очень понравился, она рассказывала, какие там есть задания, и я поставила себе цель, то, что мне надо купить этот блокнот. Я поискала в своем городе этот блокнот, и во всех книжных магазинах он стоил по 200 тысяч. И кто смотрит меня с России? Нет, это не российские деньги, потому что я живу в Беларуси. 200 тысяч для такого блокнота, я подумала, что это очень дорого, и как бы я вообще не знала об этом блокноте и не решалась купить, но все равно у меня была цель, чтобы я ее купила. Потом я узнала об таком сайте Озбай, и потом у нас еще и открылся магазин Оз книги, и я узнала, что он там стоит 95 тысяч, то есть в два раза дешевле. И у меня, кстати, были на тот момент деньги, мне подарил крестный, и я съездила и купила. Купила его вчера. Я уже выполнила почти 2 задания. Первую страничку это как анкета. Тут я написала адрес, номер телефона, и я думаю, что я не буду его писать, а что-нибудь туда как бы другое запишу, то есть типа файл не найден или типа недоступно. И второе, это поставь свои собственные номера страниц, начни отсюда. Хочу сказать то, что вчера я делала это где-то час или полтора, потому что тут очень много страничек, и тут, получается, есть черный фон, а у меня белой ручки нет, чтобы писать на черном фоне, и я делала это замазкой корректора. И это так было долго, но в итоге тут 221 страничка. Но это как бы занимательно и очень весело. Ну вот и все, на этом видео мое заканчивается. Я советую вам купить такой блокнот, если вы творческий человек, и я думаю, что очень вам понравится. И ну что ж, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и также ставьте лайк, если вы хотите продолжение о Rex the Journal, то есть как я его буду заполнять. Всем пока!